بسم الله الرحمن الرحيم. Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Всевышний Аллах в Коране в суре Аль-Фатиха в первом аяте сказал: «Альхамдулилляхи роббил алямин». Хвала Аллаху, Господу миров. А в суре Ибрахим в седьмом аяте: «Ля иншакартум ля азиданнакум». Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим. В Коране упомянута хвала Аллаху и благодарность Аллаху. Какая разница между хвалой Аллаху и благодарностью? Хвалу Аллаху превозносят, когда человеку хорошо и когда ему плохо. Если он здоровый, говорит альхамдулилля. Если он болеет, он говорит альхамдулилля. Хвала Аллаху за все. За возможность жить, и болеть. За все. Благодарность, аш-шукр, говорится только в случае блага. То есть, если человек болен, он не должен говорить: «Я благодарен Аллаху за то, что я болен». Он говорит: «Хвала Аллаху, альхамдулилля», если он болен. Благодарность Аллаху возносится только тогда, когда есть что-то хорошее, благо. Если вы здоровы, говорите: «Я благодарен Аллаху», аш-шукру лилля. Если у вас есть рост в ваших делах, вы говорите: аш-шукру лилля, благодарю Аллаха. Хвала Аллаху возносится только языком, а благодарность Аллаху преподносится и сердцем, и языком, и телом. То есть благодарим Аллаха и сердцем, языком и телом. Но самое главное, что я хочу сказать, это правило в жизни, это закон Аллаха в том, что если ты благодаришь Аллаха, Аллах тебе дает еще больше. Если ты не благодаришь Аллаха, ты уходишь в минус. То есть, если у тебя ты несешь потери в имуществе, в здоровье, если тебя перестала уважать жена, перестали уважать дети, у тебя не идут дела, значит, ты не благодарен Аллаху. Нужно благодарить Аллаха, и тогда человек не будет уходить в минус, он будет только расти, и у него будет только плюс. И когда человек смотрит на других людей и сердцем думает, что вот у него хорошая машина, а у меня не такая. У него хорошие дети, а у меня не такие. У такого-то хороший дом, а у меня не такой хороший. Аллах забирает то, что у тебя, потому что ты не благодаришь Аллаха за то, что есть у тебя. Неблагодарность Аллаху выражается иногда и завистью к другим, по отношению к другим. Поэтому нужно просить защиту Аллаха от неблагодарности. Благодарите Аллаха во всем. Благодарите Аллаха сердцем. Благодарите Аллаха языком. Благодарите Аллаха телом. То есть, когда вы совершаете молитву, вы молитесь, совершаете земной поклон, вы благодарите Аллаха телом. Благодарите Аллаха языком. Восхваляйте Аллаха. Говорите: «О хвала Аллаху», о благодарность Аллаху за то, что аш-шукр лилля. Я благодарю Аллаха за то, что Аллах дал мне этот дом, за то, что дал Он мне эту машину, за то, что дал мне это здоровье. Не надо говорить: «Ой, я уже не такой здоровый, как раньше». Надо говорить: аш-шукру лилля. Я благодарен Аллаху за то здоровье, которое Он мне дал. Я благодарен Аллаху за ту еду, которую Он мне дал. Не надо говорить жене: «Что это за еда?» Говорите: «Благодарю Аллаха за то, что Аллах дал мне возможность поесть то, что сегодня Аллах предопределил мне поесть». Благодарите Аллаха за эту еду, и Аллах даст вам больше.
Потому что он говорит: «Ля иншакартум ля азиданнакум». Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим. Аллах даст вам еще лучшую машину, еще лучший дом, еще лучшую еду и еще лучшую одежду. Благодарите Аллаха сердцем, языком и телом.